Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydur. Президент Садар Джапаров Бургуразия Европа Бирлиги саммитine katılış için Samarkand'a geldi. Сегодняшний саммит – свидетельство динамично развивающегося сотрудничества между Центральной Азией и Европейским Союзом. Позвольте выразить искреннюю признательность уважаемому Шавкату Миромоновичу Мирзиёеву, президенту Республики Узбекистан, за радушное гостеприимство и организацию этой встречи на самом высоком уровне. Кыргызской республики Садыру Джапарову. На войны и конфликты странами направляется миллиардное и триллионное финансирование, тогда как на борьбу с изменением климата и охрану окружающей среды выделяются суммы несопоставимо меньшие. Мы признательны всем нашим международным партнерам за принятие глобальной Генеральной Ассамблеи ООН по нашей инициативе резолюции устойчивого горного развития. Убежден, что, продвигая интересы развивающихся горных стран, мы реализуем один из главных принципов ООН – не оставить никого позади. Призываю Европейский Союз, развитые страны и партнеров к совместной работе для сохранения нашего общего мира во имя нынешних и будущих поколений. Благодарю за внимание. Кыргыз Республикасы президенті Садар Джапаров. Слово предоставляется президенту Кыргызской республики, уважаемому Садару Нургаджаевичу Джапарову. Пожалуйста. Уважаемый Шавкат Миромонович, уважаемые главы государств стран Центральной Азии, уважаемый господин Кошта, уважаемая госпожа фон дер Ляйен, дамы и господа, прежде всего позвольте выразить искреннюю признательность уважаемому Шавкату Миромоновичу
Мирзиёеву, президенту Республики Узбекистан, за радушное гостеприимство и организацию этой встречи на самом высоком уровне. Сегодняшний саммит – свидетельство динамично развивающегося сотрудничества между Центральной Азией и Европейским Союзом. Уважаемые коллеги, дамы и господа, углубление взаимовыгодного сотрудничества с ближайшими соседями является одним из главных приоритетов внешней политики Кыргызстана. Тесное взаимодействие стран Центральной Азии играет ключевую роль в обеспечении безопасности и устойчивого развития региона. В 2022 году мы подписали историческое соглашение с Узбекистаном о юридическом оформлении государственной границы. Теперь мы полностью согласовали протяженность 1000 километров кыргызско-таджикской границы. В ходе недавнего исторического визита президента Таджикистана Эмомали Шариповича в Бишкек заключен договор о государственной границе, ратифицированный 25 марта текущего года. Это важное событие было воспринято с большим воодушевлением как народами Кыргызстана и Таджикистана, так и широким международным сообществом, символизируя новый этап в развитии двусторонних отношений, основанный на взаимном доверии, уважении и стремлении к мирному сосуществованию. В продолжение укрепления мер по обеспечению мира и стабильности в нашем регионе 31 марта состоялась трехсторонняя встреча президентов Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. В рамках мероприятия был подписан трехсторонний договор о точке стыка государственных границ трех стран. Безусловно, окончательное решение вопросов юридического оформления государственной границы является одним из ключевых факторов стабильности, безопасности и устойчивого развития во всем регионе Центральной Азии. Дамы и господа, приятно отметить, что торгово-экономические связи между странами Центральной Азии и Европейским Союзом демонстрируют уверенный рост. За последние 4 года товарооборот Кыргызстана со странами Европейского Союза увеличился в 2,4 раза, в том числе импорт в 2,6 раза, экспорт в 1,5 раза. Такие успехи стали возможны благодаря открытости рынков и инициативе всеобщей системы преференций «Плюс», которая обеспечивает доступ товаров из Кыргызстана на рынки 27 стран-членов Евросоюза. Инвестиционное сотрудничество – ключевая сфера, в которой мы видим огромный потенциал. Стратегическое географическое положение страны и растущий транзитный потенциал открывают широкие перспективы для торговли и инвестиций. Сегодня в Кыргызстане реализуются крупные проекты в области энергетики, инфраструктуры, промышленности, сельского хозяйства и туризма. Мы приглашаем европейский бизнес принять активное участие в этих проектах на взаимовыгодной основе. Во-первых, мы предлагаем европейским партнерам подключиться к масштабным проектам в сфере гидроэнергетики, осуществляемым в Кыргызстане. Наша страна обладает огромным гидроэнергетическим потенциалом, оцениваемым примерно в 142 миллиарда киловатт-часов в год, который сегодня используется лишь на 15%. Особое место в наших планах занимает флагманский проект Камбаратинский ГЭС-1. Мы уже приступили к строительству этой крупной гидроэлектростанции с проектной мощностью 1860 мегаватт и прогнозируемой выработкой 5,6 миллиардов киловатт-час в год. Данный проект реализуется совместно с нашими соседями Казахстаном и Узбекистаном. Хочу отметить, что реализация Камбаратинский ГЭС-1 проходит при участии международных партнеров и доноров, в том числе со стороны Европейского Союза. В состав созданного Координационного комитета доноров вошли ключевые финансовые институты: Всемирный банк, Азиатский банк развития, Исламский банк развития, а также Европейский инвестиционный банк и Европейский банк реконструкции и развития. Во-вторых, мы заинтересованы в расширении сотрудничества с Европейским Союзом в области возобновляемой энергетики и энергоэффективных технологий.
За прошедший год мы ввели в строй 18 малых гидроэлектростанций, а в текущем году строим еще 15 таких объектов. Параллельно мы запустили проекты солнечной энергетики совокупной мощностью свыше 400 мегаватт. В условиях глобальных климатических изменений, переход к зеленой экономике и развитие возобновляемых источников энергии – наш безальтернативный путь к устойчивому развитию. В-третьих, мы поддерживаем взаимовыгодное межрегиональное сотрудничество в сфере развития инфраструктуры и создания современных транспортных коридоров. Проект железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан свяжет Азию и Европу кратчайшим путем через нашу региональную транспортную сеть. Его реализация придаст мощный импульс развитию трансконтинентальной торговли. Мы приветствуем инициативу Европейского Союза инвестировать средства в развитие устойчивой транспортной взаимосвязанности в Центральной Азии на общую сумму в 10 миллиардов евро. Наши совместные усилия позволят интегрировать транспортные системы Центральной Азии и Европы, выстроив надежные цепочки поставок и логистики. В-четвертых, еще одним перспективным направлением сотрудничества представляется разработка критически важных сырьевых материалов. Центральноазиатский регион богат стратегическими видами сырья, необходимыми для высокотехнологичных отраслей. Кыргызстан обладает значительными запасами редких и ценных металлов. Предлагаем активизировать наше взаимодействие по данному направлению, оформив его в виде отдельного партнерства или дорожной карты, подобно тому, как это уже сделано между Европейским Союзом и некоторыми нашими соседями. Уважаемые коллеги, Кыргызстан настроен углублять партнерство с Европейским Союзом по всем перечисленным направлениям. Мы видим в Европейском Союзе не только крупный рынок для экспорта, но и источник инвестиций, инноваций и опыта передового управления. Со своей стороны, Центральная Азия предлагает Европейскому Союзу новые возможности от участия в перспективных инфраструктурных проектах до совместной разработки стратегических ресурсов. Укрепляя торгово-экономические и инвестиционные связи, мы укрепляем основу для процветания наших народов, обеспечения стабильности и устойчивого развития всего региона. Уверен, что по итогам сегодняшней встречи появятся новые конкретные договоренности, которые придадут дополнительный импульс отношениям между Центральной Азией и Европейским Союзом. Благодарю за внимание. Спасибо, уважаемый Садыр Нургаджаевич, за содержательный доклад. Также ваши инициативы в расширении партнерства, как вы очень глубоко отметили, зеленой энергетики и бизнеса, логистики, коммуникации, экологических программ. Дамы и господа, поприветствуем почетных гостей Самаркандского климатического форума. Ladies and gentlemen, please welcome their excellencies, esteemed guests of the Samarkand Climate Forum. Разрешите предоставить следующее слово президенту Кыргызской республики Садыру Жапарову. Уважаемый Шавкат Миромонович, уважаемые главы государств стран Центральной Азии, уважаемая госпожа фон дер Ляйен, уважаемый господин Кошта, дамы и господа,
Прежде всего, хотел бы выразить признательность уважаемому президенту Республики Узбекистан Шавкату Миромоновичу Мирзиёеву за организацию данного форума по изменению климата. В последние годы мы часто говорим об этой глобальной проблеме, в том числе с высокой трибуны ООН и на ежегодных саммитах рамочной конвенции ООН об изменении климата. Все участники озвучивают проблемы и бьют тревогу, но ситуация кардинальным образом не меняется. Развитые страны, включая Евросоюз, Европейский Союз, входят в число основных доноров климатического финансирования. Однако выделяемые средства не отвечают ожиданиям развивающихся стран. Итоги конференции КОП-29 в Баку продемонстрировали это наглядно. В этом контексте хотел бы обратить внимание на то, что на войны и конфликты странами направляются миллиардное и триллионное финансирование, тогда как на борьбу с изменением климата и охрану окружающей среды выделяются суммы несопоставимо меньшие. Хочу также отметить, что процесс и механизм получения климатического финансирования до сих пор остается сложным. Финансовые ресурсы не сконцентрированы и распределяются через большое количество различных фондов и банковских структур. Полагаю, что это не способствует их эффективному и справедливому распределению. В этой связи считаю важным, чтобы климатическое финансирование направлялось на удовлетворение потребностей и приоритетов наиболее уязвимых развивающихся стран, у которых не хватает собственных средств, ресурсов и технологий для смягчения последствий и адаптации к изменению климата, а также в целом для обеспечения зеленого перехода. Наряду с интересами малых островных государств и наименее развитых стран необходимо учитывать также интересы горных развивающихся стран, являющихся одним из наиболее уязвимых к изменению климата. Европейские партнеры перешли к более активной поддержке стран Центральной Азии как в части климатического финансирования, так и в сфере новых технологий. Европейский Союз подключился к реализации инициативы Кыргызстана по обмену внешнего долга на проекты климатического и устойчивого развития. Мы предлагаем реструктуризацию внешнего государственного долга стран путем применения механизмов замещения долга на конкретные зеленые проекты. Мы могли бы совместно работать над продвижением этого вопроса. Уважаемые дамы и господа, Кыргызская республика в прошлом году столкнулась с резким ростом числа оползней, которые привели к значительному повреждению инфраструктуры, гибели и перемещению людей. Кроме этого, мы наблюдаем интенсивное таяние ледников и сокращение площади оледенения, маловодья, засухи и опустынивания. С каждым годом их количество и масштабы увеличиваются. За последние 70 лет площадь ледников в Кыргызстане сократилась на 16%, а к 2100 году мы вовсе можем лишиться более их половины. Учитывая эти проблемы, Кыргызская республика привержена активной программе действий по борьбе с изменением климата. В соответствии с определяемыми на национальном уровне вкладами мы планируем к 2030 году сократить выбросы на 16% по сценарию «бизнес как обычно», а при наличии международной поддержки на 44%. Углеродной нейтральности планируем достичь за счет развития возобновляемых источников энергии, повышения энергоэффективности, снижения потребления угля через газификацию, снижения потерь при передаче и распределении электроэнергии, улучшения систем теплоснабжения в городах. В этом контексте хотелось бы отметить реализуемые проекты в сфере возобновляемых источников энергии. За последние 4 года в Кыргызстане введено в эксплуатацию 18 малых КЭС. Совместно с Казахстаном и Узбекистаном начата реализация проекта по строительству Камбаратинской ГЭС-1. Кроме того,
в стране реализуется национальная программа «Жашыл Мурас» по увеличению лесных площадей, которая направлена на повышение нашего потенциала по поглощению выбросов парниковых газов. По программе ежегодно высаживаются до 8 миллионов зеленых насаждений. Уважаемые участники форума, мы признательны всем нашим международным партнерам за принятие глобальной Генеральной Ассамблеи ООН по нашей инициативе резолюции устойчивого горного развития, в рамках которой 2023-2027 годы объявлены пятилетием действий по развитию горных регионов. В рамках горного пятилетия мы проводим следующие мероприятия. 25 апреля текущего года в Кыргызстане состоится международная конференция «Глобальный горный диалог» во имя устойчивого развития. В 2026 году планируется проведение пресс-саммита в Нью-Йорке. В 2027 году на втором глобальном горном саммите «Бишкек +25» мы проведем итоги горного пятилетия и определим наши дальнейшие шаги для сохранения горных экосистем и устойчивого развития горных регионов. В этой связи приглашаю вас принять активное участие в этих мероприятиях. Убежден, что, продвигая интересы развивающихся горных стран, мы реализуем один из главных принципов ООН – не оставить никого позади. Призываю Европейский Союз, развитые страны и партнеров к совместной работе для сохранения нашего общего мира во имя нынешних и будущих поколений. Благодарю за внимание. Благодарю, господин президент, за то, что поделились с нами планами и стратегией вашего государства, важными для всего региона Центральной Азии, в частности, о развитии гидроэнергетики, чистой энергии, которая обеспечит безопасность региона. Подписание договора о точке стыка государственных границ между Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном открывает новые перспективы для региона. Конечно, этот шаг символизирует укрепление добрососедских отношений и закладывает основу для более тесного сотрудничества между странами Центральной Азии. Договор способствует разрешению давних пограничных споров, в свою очередь укрепляет доверие между государствами и создает благоприятные условия для совместных инициатив. В частности, это открывает возможности для реализации региональных проектов в сферах торговли, транспорта и туризма. Например, уже обсуждается идея введения единой туристической визы для иностранных граждан, посещающих страны Центральной Азии, что может значительно повысить туристический поток в регион. Также снятие пограничных барьеров позволяет странам развивать внутрирегиональные транспортные маршруты. Это, в свою очередь, способствует улучшению логистики и увеличению товарооборота между государствами. Кроме того, достигнутые соглашения открывают путь для совместной реализации гидроэнергетических проектов, таких как строительство гидроэлектростанций на реках Нарын и других, что, в свою очередь, может значительно укрепить энергетическую безопасность в регионе. Решение сложных проблем мирным путем – это очень хороший пример для всего мира. Как мы все знаем, сегодня 31 марта по итогам трехсторонней встречи президента Кыргызской республики Жапарова Садыра Нуркожоевича, президента республики Таджикистан Эмомали Рахмона и президента республики Узбекистан Шавкат Мирзиёева подписаны договор о точке стыка государственных границ трех государств и Худжанская декларация о вечной дружбе в городе Худжан. Главы государств подчеркнули, что подписание данных документов символизирует уважение и суверенитет и территориальной целостности стран, а также служит примером конструктивного диалога
и эффективного сотрудничества в Центральной Азии. Достигнутое соглашение открывает новые перспективы для укрепления взаимного доверия, поддержания стабильности и развития интеграционных процессов в регионе. Кроме того, лидеры трех стран приняли участие в церемонии открытия символической стелы, установленной в точке стыка государственных границ трех стран. Торжественное мероприятие прошло в формате видеоконференции из города Худжанд. В ходе церемонии главы государства одновременно нажали кнопку, установленную на специальной стеле. После этого заместитель председателя Кабинета министров Кыргызской республики, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан разрезали ленту, официально открыв стелу. Стела олицетворяет дружбу народов и символизирует новую эпоху сотрудничества, доверия и добрососедства между странами после окончательного урегулирования пограничных вопросов. В истории разных стран были события, серьезным образом повлиявшие на судьбу этих стран. Эти события иногда могут изменить ход истории мира. Битва при Чанаккале 104 года назад и стала одним из событий, изменивших ход истории. В районе Санджак-Тапе провинции Стамбула в Турции построили мини-комплекс Чанаккале. Съемочная группа программы «Мост дружбы» побывала в этом могучем комплексе. Нам о битве в Чанаккале рассказал руководитель объединения культуры и солидарности Йорук Туркменов Кардешлик и почетный президент Ассоциации туркменов Юзуф Эзель. Kardeşlik, Kültür ve Dayanışma Yörük Türkmen Derneği'nin başkanı olarak ve de kıymetli misafirlerimiz Ramiz Bey ve Hüküm Hanım Efendi ile İstanbul'umuzun Sancaktepe semtindeyiz. Война началась в феврале 1915 года и завершилась в декабре того же года, оставив позади сотни тысяч погибших, пропавших без вести, пленников и раненых. Это была одна из самых серьезных трагедий в мире. До этой войны Турция уже понесла большие потери, а в этой погибли молодые юноши, призванные на фронт в порядке срочной мобилизации. По этой причине войну еще называли «войной 15-летних». Турецкая народная песня «15-летние идут по тернистому и скалистому пути, глаза девушек полны слез» – это песня о данной войне. Стихотворение Мехмета Акифа Эрсоя, посвященного павшим героям Чанаккале, говорится о войне и ее героях, сопоставленных старого и нового мира. Погибшие за османское государство воины были представителями разных стран, входивших тогда в состав империи, или же добровольцами. Наряду с округами, входящими в состав современной Турции, это были выходцы из балканских стран, Ближнего Востока, Кавказа, а также из Кыргызстана. Ben şimdi arkamdaki temsili heykeli bulunan Seyit Onbaşı'nın çok kısa bir şeyini anlatacağım. Битва при Чанаккале была движением сопротивления на фронтах османской армии, угнетенных народов против империализма. Несмотря на техническое преимущество, империалисты не смогли одержать верх над народами нашего региона. В ходе битвы при Чанаккале и несколько позже национально-освободительной войны помощь воинам оказывали мусульмане Южной Азии и, в частности, Индии и Афганистана. Поэтому героический эпос Чанаккале является символом надежды для человечества. В наши дни глобальные темные силы проводят похожую деятельность во многих регионах мира. Чанаккале является одним из наглядных уроков, из которого можно сделать вывод о том, что если угнетенные народы будут действовать сплоченно и противостоять оккупантам все вместе, то империалисты не достигнут своих целей.
Только совместное противостояние может быть эффективным средством борьбы против политики «разделяй и властвуй». Несомненно, очень важным является противостояние всякого рода империалистическим угрозам. Вместе с тем важны и метод борьбы, тактика. К сожалению, в настоящее время в конфронтации и борьбе с империалистическими угрозами имеют место заявления, выражающие отчуждение, ненависть, противопоставление. Сложно представить, что люди не выражают ненависти к оккупантам. С этой точки зрения битва за Чанаккале и последующие события могут быть для нас путеводителем. Поскольку в истории таких стран, как Австралия и Новая Зеландия, практически не было войн, то они отнеслись к войне в Чанаккале с точки зрения образования нации. При этом наша нация является именно той, которая не нуждалась в создании другой в результате побед, поражений, любых войн. Мы являемся одной из редких наций, которая не нуждается в других и способна быть цельной и завершенной. Это характерно и для Чанаккале. Несмотря на 250 тысяч павших воинов, боль, слезы мы не создали для других. Наше видение, перспективу нашей истории и цивилизации наилучшим образом описывают слова Ататюрка, сказанные в отношении воинов Анзак. «Матери, пославшие сыновей в далекие края, осушите ваши слезы. Ваши сыновья нашли вечный приют у нас. Они погребены на наших землях, и их покой ничто не потревожит. После того, как они погибли на наших землях, они стали и нашими сыновьями».